Добрый день, уважаемые читатели Национальной библиотеки и наши подписчики. Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он имеет своей целью привлечение общественного внимания к этой самой острой и злободневной проблеме современности. В России, как и во всем мире, распространение наркомании идет нарастающими темпами, представляя угрозу не только здоровью населения, но и национальной безопасности государства в целом. Наркозависимость приводит к смертельному исходу, но убивают не только наркотики, но также и последствия их употребления. Относясь со всей серьезностью к проблеме наркомании в обществе, сегодня Национальная библиотека представляет вам книжную выставку, которая называется «Цена зависимости. Жизнь». Относясь со всей серьезностью к проблеме наркомании в обществе, библиотека представляет сегодня вашему вниманию книги, которые помогут родителям, учителям, психологам воспитывать в детях в первую очередь уважение к собственному разуму и телу, помогут им избежать западни наркотической зависимости. Первая книга, о которой сегодня пойдет речь, это книга Екатерины Савиной «Духовной жаждой томим». Автор книги занимается проблемой наркомании уже более 20 лет и является директором одного из реабилитационных центров. Вот что пишет она о своей работе. «Это мой жизненный опыт. Более 20 лет я занимаюсь психологическим консультированием наркоманов и алкоголиков, помогая им начать выздоравливать и укрепляться на этом пути. И это опыт сотен наших пациентов и тысяч других, менее знакомых, но очевидно выздоравливающих наркоманов и алкоголиков, вернувшихся из ада наркотической зависимости к нормальной, сложной, но такой счастливой на самом деле жизни». Основное внимание в этой книге обращено на выздоровление. Выздоровление как путь, который начинает наркоман или алкоголик, еще будучи в употреблении. Как не сойти с этого пути? В ком и где найти опору? Как обрести смысл собственной жизни? Автор очень надеется, что данная книга поможет найти ответы на эти сложные вопросы. Каждый, кому приходилось воспитывать в своей жизни подростков, знает, сколько трудностей и радостей ждет нас на этом сложном пути. Помочь подростку вырасти здоровым, счастливым и уравновешенным человеком сложно, однако вполне возможно. Вторая книга с нашей выставки, о которой следует поговорить, это книга известного американского педиатра Дональда Грейдануса. И называется она «Здоровье и воспитание подростков». Одна из частей этой книги посвящена как раз трудностям переходного периода и потенциальным ловушкам, ожидающим молодых людей – курению, алкоголю и наркотикам. Авторы книги уверены, что информация о вреде вот этих вот суррогатов радости, если можно их так назвать, должна доходить до детей раньше, чем они вступят в пубертатный период и попробуют эти вещи. Важно научиться конструктивно разговаривать с детьми о наркотиках. Нужно знать, какие подростки наиболее беззащитны перед ними, почему алкоголь – самый распространенный выбор молодежи. Прочитав эту книгу, читатель узнает, как привести детей к сознательному выбору свободы от наркотиков. Подростковый возраст, как этап взросления, никогда не проходит гладко. Все меняется. Эмоциональные проявления, образ мышления, интересы и поведение. Ребенок уже никогда не будет таким, как раньше.
о том, как прожить важные для ребенка годы без обидных потерь и ненужных ошибок, рассказывает книга для родителей, которая называется «Сделать счастливыми наших детей». В этой книге авторы стремятся дать родителям ключи к миру подростков, помогающие им понять непонятное, принять раздражающее и отличить поведение, свойственное этому возрасту, от рискованных экспериментов. Национальная библиотека приглашает своих читателей. Будем очень рады видеть вас в отделе социогуманитарной и естественно-научной литературы.